Сегодня мы хотим представить вашему вниманию новую краеведческую книгу. Новую в плане такого представления зрителю, хотя она вышла уже в 2010 году. Здесь Юрий Лобанов представил свою, может быть, основной такой рабочей ипостаси. Он главный художественный редактор нашего издательства «Удмуртии». И вот те замечательные книги, которые и здесь стоят, и которые вы многие в руках держали, и, конечно, вот этот каталог, это сделано все благодаря Юрию Лобанову. Но здесь еще и вот внутри, когда вы откроете, здесь какие-то основные, действительно в сжатом виде, этапы его творчества. Творчество Юрия Николаевича, оно как бы вот разностороннее, оно неповторимое. Во-вторых, оно экологичное, гуманное, то, что ласковое, человеческое. И в-третьих, оно синкретичное, то есть оно продолжает то, что было в традиционном фольклоре. Традиционный фольклор был синкретичный, то есть это и пение, и танец, и слова, и поэзия, и обряд, и верование, мифология, все вместе. Туала сурдащос генерал сослен поте Маркино Карамзы Крыджамзы поте, Эктемзы поте, Дауртон Бурон Йостылыштымзы поте. Со пыр Божматымзы поте, а сочти творчество сурдьоссе. Соин сотек много жено аджитон йос угорчтешко. Соин вот хэппининг перформанс туала, кулым вераса сче Дауртон Бурон Йос. Мини-спектакль Шусан. Милонын ашмёс кшекено, но пуцашкемын, вот методичком, уж доры чукнам, нишком бертишком, вальмыз милям вчера дьямуно овет улонны. И Юрий Николаевич то богатый адямез уштыны. И уштичкем адямез кимёс сову, соча мышло, но пичидырья зовет, пичидырья садями, туш пичидырья смаркара, со бордемес пота борде шерекья, пота шерекья, македа уртек, текча, наезд доры быч самуне джигырте, сопонна восыче, барьер йосового сопонна. Я в душу внес вот в эту книгу, да, и это, возможно, ощущается, потому что здесь как бы и игра цветов, может быть, там в тоне, да. Юрий Васильевич сказал, что я, говорит, предложил тебе побольше работ, то есть поменьше вот этих перформансов, здесь по процентам соотношении больше перформансов. И, возможно, он прав, надо было побольше работ, да, но вот по ощущениям, потому что у меня еще больше было перформансов, потому что когда уже перед сдачей мы больно лишнее убрали, и вот оставили столько, сколько ставили. Почему черный цвет? Ну, потому что для удмуртов черный цвет, он очень символичный такой. Черный цвет это как основа у нас идет. Это не как траур, потому что при защите флага и герба, да, так было сложно убедить, потому что оппоненты, оппоненты говорили, это траур. Да. Был в 1992 году объявленный конкурс на создание государственных символов Удмуртской республики. Вариантов было предложено немало. И оппоненты были достаточно серьезные. Были две основных тенденции. Одни представители говорили, надо показать наш край, его самость, особенность, красоту, величие. А другие говорили, мы неотъемлемая часть Российской Федерации, поэтому в основе символики должны быть символы государственной Российской Федерации, ну и с каким-нибудь вариантом. Например, российский флаг и в центре там нашлепка в виде италмаса. Разные могли быть варианты, но
Большую роль, на мой взгляд, в этом процессе сыграло то, что по просьбам конкурсантов доктор исторических наук профессор Владыкин провел определенный мастер-класс. Он рассказал о удмуртской мифологии, о традициях, о мифах, легендах, преданиях. И отсюда уже эти варианты гербов, флагов начинают наполняться именно удмуртской спецификой и приобретать свою региональную специфику. Первый вариант, если я не ошибаюсь, флага был с горизонтальным расположением полос, но депутаты наши сказали, что-то сильно напоминает Африку. Пусть будет вертикальная. Но смысл-то в том и заключался, что это полосы, символизирующие уровни. Земной мир, черный цвет, земной и подземный. На самом верху, безусловно, небо, солнце, красный цвет его символизирует. И мир, наполненный людьми, белый свет мы говорим. Юра говорит, знаешь, надо в натуре сделать флаг, потому что вот так сказали. А в то время не было вот всего того, что сейчас в магазинах. Не было ткани. Я говорю, да где же этот, найду я ткань такого цвета, все. Да ты найдешь, давай ищи все это. И я вот знаю, как раз уже на завтра надо, я ночью это шью, флаги это, да. Вот он выставил его в натуре. Юрий Николаевич одновременно представил с флагом еще и герб. Этот герб также наполнен символизмом, мифологическими сюжетами. То, что иногда говорят птица-лебедь, уважаемые друзья, на самом деле в удмуртской мифологии фигурирует человека-птица, как воплощение совершенства. Солярный знак, оберег, толыжо, как символ, оберегающий от злых сил. Ну и еще два таких солярных знака у нас размещены вверху. Это символ космических сил в виде на Солнца и Луны соответственно. Много гербов и много флагов, но вот это именно передает величие республики. И хотелось бы, вот может быть, такую мысль крамольную скажу, чтобы наша республика шла к этому величию. Хочу вручить Юрию Николаевичу благодарственное письмо за вклад в формирование и сохранение национального фонда нашей библиотеки и помощь в подготовке и в проведении мероприятий. И поздравляю вас и с юбилеем одновременно. Спасибо. Вот это год, юбилейный год Отечественной войны 12 года, и я надеюсь, что вы здесь найдете для себя немало интересного. Спасибо. Спасибо тебе, Юрий Николаевич, что ты возглавляешь этнофутуристов в Удмуртской республике, что ты действительно, как Данка, несешь этот факел, которым ты зажигаешь сердца людей, увлекаешь молодежь. Ты занимаешься удивительно полезным делом, значимость которого, может быть, даже еще не все осознают.